Сегодня ифтар от яркой молодежи у нас здесь проходит, очень вкусно, классно. Марьям, скажи, пожалуйста, каково это кормить людей? Я, в свою очередь, хочу сказать, что для меня это впервые. Раньше я в подобных мероприятиях не участвовала. Для меня это большая честь, и я, честно говоря, безумно рада такой возможности. Вы сегодня организовали ифтар для молодежи, и все прошло так душевно, хорошо, классно. Спасибо вам большое. В первую очередь я тоже хочу поблагодарить, что многие люди действительно откликнулись и пришли на ифтар. Очень была рада видеть счастливые лица. Все, насколько я поняла, остались довольны и рады. Надеюсь, что это не последняя возможность провести так душевно время вместе. Это какой по счету Рамадан у тебя? Третий, думаю, да. Тяжело держать, скажи? Нет. Честно говоря, с тем ритмом жизни, с которым мы сталкиваемся, мне кажется, каждый человек с утра не успевает покушать, и в принципе это считается как такая тренировочка к Рамадану. Вот, поэтому сейчас это не сложно. Скажи, пожалуйста, это не зависит от времени года? Допустим, если бы сейчас летний период был, еще бы тяжелее было? Я думаю, что Рамадан летом держать намного сложнее, потому что все-таки жарко, обезвоживание. Даже если заходишь в метро, то скопление людей, вот это все утомляет. Поэтому да, все-таки сейчас полегче. Как тебе сегодняшний ифтар? Как тебе Хазрат, все, вот, все, что он рассказывал сегодня? Люди вообще, еда. Честно говоря, информативно. Я первый раз на ифтаре, от именно штаба. Мне интересно узнать о том, что проповедует как бы наша религия, вот о чем-то новом, о том, о чем мне, допустим, кто-то не расскажет. Если, допустим, я приду в мечеть, этого всего, естественно, за один день узнать невозможно. Интересно послушать, Да, конечно. конечно, да. Ну что, у нас еще один организатор яркой молодежи, это Тимур. Тимур, привет. Тимур, скажи, пожалуйста, ты вот как организатор, скажи, каково это кормить людей в такой священный пост? Слушай, честно говоря, очень приятно. Это, получается, мой первый ифтар как мусульманина, по сути. Вот. И очень волнительно и приятно одновременно. Классно, что очень много людей в итоге получилось накормить. Да? Ну, наверное, стало теплее чуть-чуть. Вот. А так, в целом, вышло очень полезно, потому что люди вот до сих пор с Хазратом сидят, общаются. И это еще один такой какое-то маленькое напоминание каждому человеку о необходимости поста и о его важности. Это твой первый Рамадан? Да, я принял ислам, альхамдулилля, пару недель назад. О, вот это да, вот это поворот событий. Мы тебя поздравляем с вступлением к нам в наши ряды, в нашу духовность. Поэтому, Тимур, мы тебе очень рады. Сегодня ифтар от яркой молодежи. И ты, как тоже организатор ифтаров, я знаю, скажи, пожалуйста, насколько тяжело организовывать это, кормить людей? В нынешнее время кормить людей не очень тяжело. Были бы деньги, и все. А все организация это как бы не тяжело. Самое главное это собрать людей, чтобы как бы пригласить их, вот все это составить списки. Вот это кое-какие трудности вызывает. А так, когда, как Хазрат вот сказал на проповеди, когда кормишь людей, то у тебя сколько людей ты накормил, столько месяцев тебе как поста засчитается. Вот. И от этих слов еще теплее становится. Да. Радик, ты у нас впервые сегодня, да, в штабе на ифтаре? Да, я сегодня впервые на ифтаре у вас в штабе. Очень все душевно прошло, хорошо, было вкусно. Расскажи, пожалуйста, Радик, это твой первый Рамадан? Нет, держу уже, получается, пост. Даже точно не могу сказать, 4-5 год, наверное. Вот. А скажи, пожалуйста, Радик, чем ты занимаешься? Учусь в ординатуре по специальности неврология. Каково студенту держать уразу? В принципе, медикам, мне кажется, нормально, потому что мы и так в какие-то дни не успеваем кушать днем. Вот, поэтому, в принципе, привычно. Да, просто студенческая жизнь, она такая активная, и мне всегда, я задавался вопросом, как они вот просто выдерживают. А нет, все-таки им легко это дается.
Ну, сейчас полегче, чем в предыдущем году, потому что, как вот сказали на ифтаре, что, ну, раньше дни приходились на лето, дни были длинные, ночи короткие, было жарко, там было тяжелее. Но сейчас вот и погода хорошая, получается, комфортная, чтобы держать уразу. Ты сегодня так внимательно слушал Хазрета. Вот, скажи, пожалуйста, полезно ли было тебе, интересно? Вообще всегда полезно кого-то послушать, вне зависимости от уровня знания. Вот когда приходят такие, получается, знающие люди в своей сфере, вот, всегда это полезно для каждого человека, мне кажется. Тимур, тебе, как принявшему ислам человеку, хочется спросить, известно ли тебе, что такое махар уже? Да, известно, конечно, это было известно и до. Это в целом то, что жена просит у своего будущего мужа при заключении, ну, при никахе, по сути, да, это как бы ее подстраховка на будущую жизнь, если вдруг что-то случается. Да. Тимур, скажи, твое отношение и на что ты готов пойти ради махра? Альхамдулилля, мне повезло, и у меня достаточно адекватная невеста. Скромненько. И она прекрасно понимает мои возможности. Вот, а так, конечно же, чуть-чуть больше того, что ты можешь сделать. Я думаю, это как раз-таки то, что нужно. Марьям, что ты хочешь на махар? Честно говоря, я об этом ни разу не думала, правда. Поэтому, что бы мне смогли предложить, то бы я и приняла. Меня зовут Азалия. Азали, слушай, у нас такой вопрос тут насущный. Что девушке дарить на махар? И что хотела бы ты? Это должно быть что-то, что поможет девушке в карьере развиться, если ей важна карьера. Например, я как будущий стоматолог, мне было бы приятно, если б мой будущий супруг помог мне как-то в этом И деле. подарил клинику, да? Ну, можно не клинику, можно помещение под клинику. Очень приятно было получить просто какое-нибудь ювелирное украшение, которое будет иметь значение как от будущего супруга, будущей супруги, и супруга будет придавать этому большое значение, потому что это будет особенный подарок. Если, опять же, например, это украшение будет сделано вручную, специально к этому событию, и будет Привезенный из другой страны, желательно, да? в синей коробочке. На самом деле без разницы, какая стоимость, наверное. Главное, чтобы вкладывалось большое значение. Но клинику все же лучше, да? Да. Диляра, скажи, пожалуйста, что такое тоже махар и что хотел бы ты получить в качестве махара? Ну, я согласна с тем, чтобы это было полезным для дальнейшего развития или для не только развития, возможно, девушки, но и семьи, то есть какое-то общее вложение. Вот, например, там, совместная покупка квартиры там, или что-то такое. У Диляра рассуждение такое общее про семью, всю семью, не только клинику для себя. Ну да. Девушки, задумайтесь, нужно твердо оценивать возможности молодого человека, а не просто просить все, что вы именно хотите. Скажи, пожалуйста, как тебе Хазрат, что вот он сегодня рассказывал, полезные вещи какие-то, интересно тебе было? Да, очень полезные вещи, он все рассказал. Как бы с каждым ифтаром узнаешь очень много полезной информации для себя, что-то подчеркиваешь. Вот, и вчера то же самое я подчеркнул, я самое удивительное вчера узнал, что вот в Коране количество там букв, количество слов кратно 19. То есть, если на 19 поделишь, что четно, целая часовая идет. Вот это очень полезно было. Да. Ну что, мы подошли к одному из скандальных персонажей. Привет, ты кто? Раниль. Раниль? Мэ. Рамаиль. Да, Отлично. Я же говорю, скандальный какой-то. Ильдар, скажи, как тебе Рамадан? Вообще, как проходит? Да, роскошно, только проснулся уже, ифтар. Вообще нормально, в 6:30 уже. Это твой первый Рамадан? Это мой 16-й или 15-й. Короче, давно я уже держу, да. Не считал, сбил со счета. Так, 2010 года. отличается ли Рамадан летний период и вот от зимнего? Отличается временем года. То есть не тяжелее летом его держать? Нет, летом тяжелее, потому что, допустим, у нас в Башкирии, когда я держал условно, там ифтар в 10, допустим, в 9:30. Соответственно, целый день не ешь, страдаешь. А здесь только проснулся, уже 6:30, нормально.
Все, зовите Ильдара, любит ходить на ифтары. Тихонечко на Рамадане можно как бы свою радость показывать. Поэтому, кроме как песнями, это невозможно сделать. И поэтому шепотом. Әлі ай нұры шындыр дейсің ме? Ай нұры қияштан яралған. Вот так вот. Даже в такой месяц душа просит немножко радости, поэтому. Әлі ай нұры шындыр дейсің ме? Ай нұры қияштан яралған. Друзья, вот на такой красивой ноте завершаем сегодняшний ифтар. Вот, тихонечко, шепотом радуемся. Всем хорошего Рамадана, теплого, доброго. Друзья, будьте счастливы, радуйтесь от всего, от всех частичек. Все, что приносит вам удовольствие, радуйтесь, улыбайтесь. Всем хорошего Рамадана. Сөгәнем күзләрендә ялган. Әлі ай нұры шындыр дейсің ме? Ай нұры қияштан яралған.